Дзунхемчик – один из крупных в Туве кажунов. Не только по площади своей территории, но и по количеству скота в хозяйствах животноводов. Больше чем на 6000 квадратных километрах земли расположены более 100 чабанских стоянок, 60 из которых принадлежат участникам губернаторского проекта «Кыштаг». Еще около 2000 личных подсобных хозяйств, где содержится более 120 тысяч голов мелкого и более 17 тысяч крупного рогатого скота. Булат Мунгуш – руководитель крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в местечке Улухову Сумона Чергакы Дзунхемчикского района. 9 лет назад, в 2012 году, по республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции он получил 110 коров герофордской породы. В первое время ухаживать за животными было очень трудно. После того, как в 7 утра отправляешь коров на пастбище, сразу же начинаешь убирать навоз. Из-за того, что много буренок, приходится возиться целый рабочий день. Когда ты заканчиваешь свою работу, возвращается на стоянку и крупный рогатый скот с выпаса. В этом году заготовил 100 рулонов сена, по 800 килограммов каждый. Помимо этого, одну автомашину овса, а также около 30 мешков комбикорма. Герефорды очень отзывчивые, быстро реагируют на изменения условий содержания и состав кормов. При хорошем кормлении удается достичь привеса до 1,5 килограммов в день. А если же кормление будет недостаточным, скот не прибавит в весе. Наверстать упущенное невозможно. Корова быстро теряет вес, может даже погибнуть от истощения. Еще одна проблема для меня была – это сохранение молодняка после отела. Для того, чтобы его не потерять, холодной зимой я держал новорожденных телят в хорошо отапливаемой юрте. А чтобы не пропустить кормление, выбегал на холод, обернув телят в теплую куртку. В результате этого все же они заболевали диареей и расстройством желудка. Всякое бывало. Еще вспоминаю, как постоянно обращался к специалистам сельского хозяйства республики по животноводству именно в это время отела. Животные герофордской породы имеют типичную для мясного скота прямоугольную широкую форму телосложения и небольшую голову. Скот достаточно высокорослый. Высота в крестце у быков составляет 136-145 сантиметров. Половое созревание герофордских коров наступает в 24-30 месяцев. Первый отел происходит в среднем к 36 месяцам. В хозяйстве фермера Алдандая Оржака крупный рогатый скот, завезенный из соседней республики Хакасия, неплохо адаптировался и принес хороший приплод. Получил хранную поддержку в 2013 году из Министерства сельского хозяйства Республики Тува. Получил поддержку 104 голов нетелей и 6 голов пока производителей герофордского порода, мясного порода. И дополнительно с НДЗ трактор 82, один единица с комплектацией получил поддержку. И он через 2 года передать другими участниками проекта 110 голов. Это получили следующие участники из Парнхемского кожуна села Бежиктыхая, из Судкойского кожуна села Алдамадр и внутри кожуна. А в селе Шемид Дзунхемчикского кажуна в целях реализации региональной программы «Выделка шкур» Кейш 3 инициативных участника – Шолбан Ондар, Юрий Ховалык и Сорук Монгуш совместно с администрацией Сумона Шеми выдвинули проект на ремонт здания бывшей конторы совхоза «Большевик». На данный момент программа поддержана на республиканском уровне. Заключено соглашение между администрацией кажуна и Министерством экономики Республики Тыва. В нашем Сумоне Шеми мы 2019 года работаем в нашем бесхозном здании совхоза «Большевик». Привлечены 6 наших парней, инициаторы, которые хотели открыть тут многофункциональный центр или центр мастеров. Для открытия этого центра мы поддерживали по социальному контракту наших безработных граждан Сумона. Они по поддержке Министерства труда Республики Тыва получили денежные средства, приобрели станки и станок по выделке шкур, и пилораму, и еще швейные машины. Из 6 наших граждан инициативная группа еще в дальнейшем хотели работать
тут помещение отремонтировать. В дальнейшем для нашего Сумона хотели открыть коворкинг-центр. В этом коворкинговом центре мы хотели привлечь наших безработных граждан Сумона, а именно женщин, которые занимающиеся швейным делом, еще выделкой шкур. В молочном цеху сельскохозяйственно-производственного кооператива «Хунду» на территории Сумона ТВХЕ производят парное молоко, сметану и творог, а также традиционную белую пищу тувинцев – хойтпак, кисломолочный продукт, чукпек, масса, оставшаяся после выделения масла из пенок и топленое масло саржа. В декабре 2013 года, благодаря республиканской программе «Одно село, один продукт», семейная пара Улана и Айлана Сад запустила мини-цех. У них были дойные коровы местной породы. Но из-за того, что буренки зимой не давали молока, фермеры сразу столкнулись с временными трудностями. Поэтому в первое время за сырьем они вынуждены были ездить в село Ильинка Кахемского Кажуна. Всех запустили зимой. В это время у нас сырья не хватало. Брали молоко у Ильинки Кахемского района и заключали втором квартале договора. У нас керес не молочная порода, а местная порода, только доим летом. Местная порода одной коровы у нас 5-7 литров. В суток у нас дойка получается больше 300 литров. Летом хватает. Семендаль у нас 11 коров пока. Сейчас действующие договора с Улухемским районом ММЦ и Чаданский интернат вот поставляем вот в настоящее время. Для беременных и кормящих матерей у нас еще на 4 договора. Барунгемчикский сюткол и Сумхемчикский заключили договора. Сейчас у кооператива около 40 коров местной породы, в том числе и 11 сементальской породы. Однако теперь возникла очередная преграда – это нехватка оборудования по упаковке и разливу молочной продукции. Все работы ведутся вручную. Получается, у нас всех не полностью механизированный. Там еще нам понадобится оборудование. Много у нас ручных работ в виде упаковки, для розлива тоже. Не хватает оборудования. Конечно, нам нужна поддержка, чтобы мы дальше бесперебойно работать. Ну, хотя бы нам сементальской породы, молочной породы, нам ферма нужна на 50 голов, чтобы круглогодично работать. Оборудование заново приобрести. В дальнейшем хотим с нашими фермерами, то есть СПК «Хунду», хотим обеспечить в будущем западные районы, так как мы находимся на перекрестке со всеми районами Менгундайга, Өвір, Сүткөл и Пайдайга и Барунгемчикский Кажун, но неиздалека Чахыл, Шагананаха. По территориальным очень удобное месте мы находимся. В связи с этим экономия была, что за Саянами не съездить и другие районы съездить. И в этом же месте хотим создать ферму. И после чего все наши ближайшие соседи от нас все эти продукции будет получать. Чабан-тысячник Алдын Тюлюш стал для животноводов Дзунхемчика примером для подражания. Он щедрый спонсор основных мероприятий в своем районе. Кроме того, помогает и поддерживать спортсменов, победителей различных соревнований республиканского, российского и даже мирового уровня. А как он начинал выращивать мелкий рогатый скот – это отдельная история, заслуживающая внимания и уважения.
Ама 2011 жылда көшпеш. Аманда бу файнала туйрен эрхакты 10 жыл манен оптуру. Я начинал с 20 овец. Сначала был пастухом у дяди Мунгена Андара в селе Хундергей, который мне дал первоначальное имущество в виде скота – 10 ягнят. Денег же у меня не было, чтобы купить овец. Поэтому я так зарабатывал. Было большое желание, как и многие, стать известным чабаном. Потом я работал у сестры Чудура Кулар в селе Шеми, которая сейчас стала председателем администрации. Она тоже дала мне 10 ягнят. С этого все и началось. Сейчас у меня около 1000 овец и коз. Вернее, 900 овец и около 100 коз и других животных. Более 30 дойных коров и табун лошадей, 1 верблюд. Все зависит от самого человека. Если будешь старательным и работящим, то все у тебя получится. Чтобы вырастить 1000 голов мелкого рогатого скота, мне понадобилось 10 лет. Помню время, когда не мог преодолеть цифру в 400 голов. Так все и остановилось. Только упорным трудом удалось преодолеть данное количество и увеличить поголовье, а для этого мне понадобились годы. Да, я спонсирую спортивные соревнования в нашем Дунхемчском Кажуне. Кроме того, помогаю своим родственникам, тоже передаю им по 40, 60, 100 голов овец и коз, чтобы они тоже встали на ноги. В 2019 году я дал слово подарить 100 овец Начинумуге Республики Тыва Сылдысу Мангушу, уроженцу нашего Кажуна, если же он станет чемпионом Надома по национальной борьбе хуреш. Так и получилось. Я передал 100 голов уже Арсланмуге, чемпиону по борьбе хуреш. Пока одно желание у животновода – подключить электричество к чабанской стоянке. Казалось бы, для этого есть все условия. Остается пройти все административные барьеры. Чабан-тысячник надеется, что в этом ему окажут содействие местная администрация, Минсельхозрегиона и ТВ-Энерго. Рядом, буквально в 2 шагах от моей чабанской стоянки, проходит линия электричества между селом Баянтала и городом Чаданом. Если даст разрешение ТВ-Энерго, к моей стоянке подключат электроэнергию. У меня будет возможность стричь овец с помощью электрической машинки. Я смогу спрессовать шерсть овец и коз. Возможностей у чабана будет больше, когда будет электричество. Мерген Ондар, Чайхан Дунгак, Айдан Ховлы, Това 24.